В эфире программы «Итоги дня». Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Дарья Короленкова. Добрый вечер. Коротко о темах. Соблюдение прав пассажиров под особым контролем. Транспортная прокуратура усиливает работу непосредственно на вокзалах и в аэропортах. Узнаем, как проходят выездные приемы граждан. Пробный безвизовый режим с Китаем демонстрирует невероятный успех. Узнаем, насколько упростилась поездка в соседнюю страну. Автопарк коммунальных служб Якутска получил долгожданное пополнение. Что это за спецмашины, какие задачи они будут выполнять на улицах столицы, узнаем подробности. Картины из рыбьей кости и костюмы, передающиеся из поколения в поколение. В Якутске открылась выставка, где древние ремесла севера оживают в руках одной семьи. Лыжно-биатлонный комплекс в Алдане вновь подтвердил свой статус главной тренировочной базы страны. Национальные сборные по лыжным гонкам и биатлону начали здесь ключевой этап подготовки к сезону. В Якутии успешно продолжается большая программа по переселению людей старых и опасных для проживания домов. На сегодняшний день новое комфортное жилье получили уже 48 тысяч человек. Как сообщили в правительстве республики, эта работа ведется в рамках национального проекта, инициированного президентом России. В планах переселить еще больше людей, доведя общее число новоселов почти до 60 тысяч человек. Для этого власти работают над продлением сроков программы, чтобы помочь всем нуждающимся. Параллельно в республике активно строится новое жилье. С начала года уже введено почти 600 тысяч квадратных метров, большая часть из которых частные дома. В 4 городах республики – Якутске, Мирном, Алдане и Нерюнгри – появится более 1000 квартир, которые можно будет арендовать по цене значительно ниже рыночной. Это стало возможным благодаря новой дальневосточной программе доступного арендного жилья. Как рассказал представитель Минстроя Якутии Юрий Махначевский, стоимость аренды составит всего от 5 до 14 тысяч рублей в месяц, в зависимости от площади, что составляет примерно треть от средней цены в Якутске. Разницу покроют субсидии из федерального и регионального бюджетов. В Якутске по этой программе уже заселен новый жилой комплекс на улице Билибина. В связи с началом активного ледообразования на реке Лени паромная переправа Якутск-Нижний Бестях перешла на специальный график с применением сезонного тарифа. Паромы отправляются по мере заполнения, а для прохода через лед им помогает мощный буксир. Тарифы на перевозку временно повышены. Ожидается, что паромы будут ходить примерно до конца октября. Когда паромное сообщение закроется, основным транспортом станут хиусы. Они уже курсируют между 204 микрорайоном Якутска и Нижним Бестяхом. Стоимость проезда 2500 рублей с человека. Одним из приоритетных направлений в работе транспортной прокуратуры является контроль за соблюдением прав пассажиров. На вокзалах размещены информационные стенды, а сами прокуроры периодически проводят приемы граждан, во время которых фиксируют обращения и разъясняют пассажирам их права. Подробнее расскажем в следующем сюжете. По результатам недавних проверок авиакомпаний транспортной прокуратурой было выявлено более 30 нарушений законодательства и приняты меры прокурорского реагирования. Чаще всего они связаны с нарушением прав пассажиров из-за задержки вылета. В случаях, если задержка рейса происходит по вине авиакомпании, то есть если эти задержки пошли не из-за метеоусловий или иных форс-мажорных обстоятельств, то нами возбуждаются дела об административных правонарушениях в отношении авиакомпании по статье 14.4 Кодекса административных правонарушениях. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям качества. В настоящее время нами возбуждено 8 дел об административных правонарушениях в отношении авиакомпании республики. При задержке на 2 часа пассажирам обязаны предоставить прохладительные напитки. При задержке на 4 часа – горячее питание. Часто представители авиакомпаний пренебрегают этими правилами, а пассажиры просто не в курсе положенных им дополнительных услуг. Транспортные прокуроры в рамках своей работы разъясняют пассажирам их права. Если идет задержка рейса на 2 часа, то перечисляются напитки, еда. Но если будут какие-то вопросы, если, допустим, багаж потеряется, все, то можно будет обращаться в компанию, либо в прокуратуру. Бывает, что рейс задерживается на целый день, а то и больше. В этом случае авиакомпания должна бесплатно предоставить пассажирам размещение в гостинице. В случае задержки на 8 часов в дневное время и на 6 часов в ночное.
В настоящее время размещение со стороны авиакомпании «Якутия» и «Полярной авиалинии» обеспечивается размещение в гостинице «Лайнер», который находится в непосредственной близости от аэропорта города Якутск. И в данном случае пассажиры должны обратиться в первую очередь к представителям авиакомпаний. В таком случае уже идет размещение в гостиницах. В аэропорту и в основном зале, и в зале накопителя размещены информационные стенды, разъясняющие пассажирам их права. Посредством оповещения звучат аудиообъявления. Пассажирам стоит помнить, если ваши права пытаются нарушить, всегда можно позвонить дежурному прокурору. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Во Владивостоке пробный безвизовый режим для выезда в Китай продолжает успешно действовать. Въезд без визы был введен еще 15 сентября этого года. Основные условия – наличие загранпаспорта и срок поездки не более 30 дней. Вице-консул Генерального консульства КНР дал официальный комментарий о работе режима. По его словам, за прошедшее время границу пересекли 1000 россиян. Уже в первый день это сделали около 1000 человек, а за месяц число туристов превысило 46 тысяч. И это только в соседнюю провинцию Хэйлунцзянь. Режим значительно стимулировал интерес российских туристов к Китаю. На данный момент стороны продолжают работу над оптимизацией процесса и улучшением условий пересечения границы. Китайская сторона придает большое значение передвижению людей. И мы, конечно, твердо поддерживаем, чтобы народы наших стран поддерживаются все больше и больше тесные связи и вносят позитивный вклад в развитие наших двусторонних отношений. Поэтому в этой связи мы с оптимизмом смотрим на возможности продления вот этого нынешнего пробного безвизового режима. Но вы знаете, это окончательное решение зависит от нашего высшего органа. Коммунальный автопарк Якутска пополнился новой техникой. Ключи от спецмашин сегодня вручили предприятию «Якутской кассете». Все детали в сюжете Софии Мельниковой. На площадке мероприятия выстроились 9 новых мусоровозов, прибывшие из Рязани. В ближайшее время планируется прибытие еще 2 единиц техники. Это первая партия на метановом топливе, что экологичнее и экономичнее для нашего города. По сравнению с дизельным, метан дешевле почти в 3 раза и значительно снижает вредные выбросы. Сегодня, накануне Дня автомобилиста, мы сделали хорошее дело. Всего мы считаем, что было заложено 50 миллионов. И ежегодно мы будем их закладывать для того, чтобы автопарк у нас никогда не имел, как говорится, дефицитов техники. Новая техника оснащена автоматическими системами подъема контейнеров, что ускоряет процесс уборки, делая ее безопаснее для сотрудников. Кроме того, предприятие еженедельно контролирует объемы работы. В этом году планируется вывести около 1 миллиона кубометров отходов. У нас есть сезонность. Сезонность, она выражается весна. Весной, когда люди начинают убираться с дач, с домов, количество мусора увеличится. Ну и сейчас традиционно осень, когда люди съезжают с дач, делают ремонты, появляются крупногабаритные отходы, соответственно, количество мусора увеличивается. В межсезонье мусора чуть меньше становится, порядка 12 тысяч кубометров. Водители предприятия уже сравнили способности и скорость новой спецтехники. Объем кузова машины составляет 20 кубометров, а за смену они способны вывести около 8 тонн отходов. Вот получил новую технику. Представляет собой очень хорошее, отношение в плане экологии, потому что машина на газу. Плавность, аккуратность хода, все присутствует. Ну и машина медленнее работает, старая, чем новая. Предприятие планирует и дальше обновлять парк, ведь новая техника – это шаг к современному и чистому городу. София Мельникова, Семен Семенов, Якутск. Как сделать работу безопасной, какие новые требования и правила есть в области охраны труда, эти и другие вопросы обсудили якутские и приглашенные эксперты из других регионов России. Пленарное заседание включало в себя доклады Министерств труда регионов и о их деятельности. Так, специалисты из Кемеровской области представили информационную систему, которая может информировать, мониторить, подводить итоги и контролировать работу по охране труда. Отмечу, что конференция стала площадкой для обмена опытом. Вы знаете, что вопросы охраны труда непосредственно связаны с такими основными показателями экономики, как производительность труда. Ну и, конечно же, это вопрос охраны жизни и здоровья работающего населения, которая очень сильно коррелируется с высшей национальной целью страны – народосбережения.
В Якутске открылась выставка «Живи, даря себя другим», приуроченная к 55-летию со дня рождения Александра Миронова. Экспозиция посвящена памяти народного депутата, председателя правления Алмазэргиэнбанка и заслуженного мецената республики. Что именно представлено на выставке, расскажет Анастасия Пуляева. «Живи, даря себя другим» рассказывает о профессиональной деятельности и достижениях Александра Степановича Миронова, известного политического деятеля республики. Среди выставочных материалов представлены государственные награды, статьи, книги и фотографии семейного архива. Все это с любовью и заботой сохранила его супруга Лена Гаврилевна Миронова. Эту выставку я очень долго обдумывала, но по мере своего характера, возможно, я организовала эту выставку в течение 3 дней, а к кому я обращалась, все 100% отзывались, все 100% реагировали на это. Да? А это говорит о том, что они до сих пор помнят Александра Степановича, что все они очень сильно уважают и чтят его память. Александр Степанович Миронов внес большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Благодаря его проектам и деятельности было реализовано многое. От материальных мер поддержки до строительства значимых объектов. Для своего избирательного округа он ставил вопросы строительства и детских садов, и школ, и спортивных залов. И его слово было веское такое вот. Говорил он мало на пленарных заседаниях, но когда Александр Степанович слово брал, то депутатский корпус обычно к нему очень прислушивался. Я видела, как он много работает, как он отдается всем сердцем. Но очень много информации уходило мимо меня, так как он не хотел меня нагружать проблемами. И реально очень много было проблем. В селах было очень много проблем. Все это нужно было решать. И все это он пропускал через свое сердце. Выставка «Живи, даря себя другим» приурочена к 55-летию Александра Степановича и является данью памяти родных, близких и всех, кто его знал. Материалы, где отражена его деятельность, расположены в историческом здании Республиканской национальной библиотеки. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске полным ходом идет фестиваль «Наука 0+.» Сегодня свои двери для школьников и студентов распахнули научные учреждения, учебные заведения и музеи. Подробнее расскажет наш корреспондент Вероника Таюрская. Второй день фестиваля «Наука 0+.» выдался богатым на события. В течение всего дня школьников, студентов и взрослых знакомили с научными достижениями и проводили экскурсии по лабораториям. Такой форум проводится для того, чтобы расширить наш контакт, для чего мы работаем с людьми, для людей объяснить, какие исследования ведутся, для чего ведутся и какие результаты мы получаем для вообще развития Российской Федерации. Институт мирослатоведения на протяжении 7 лет принимает участников фестиваля в своих стенах. В этом году ученые предложили посетителям увлекательное приключение под землю на глубину 12 метров. Здесь располагается подземная лаборатория по изучению многолетней мерзлоты. У школьников особой популярностью пользовалась копия мамонтенка Димы, найденного на севере Якутии. Ученые также провели экскурсию и по своим лабораториям. В общем, мы сегодня все пришли на экскурсию эту, и мне очень понравилось. Здесь столько всего интересного, а также и про грунты нам рассказали, и про как вся мерзлота тут и сохранилась. И в общем, очень интересная тема. И в будущем, не знаю, думаю, все-таки это не моя специальность, но работать здесь, я думаю, очень здорово. Находки времен палеолита продемонстрировали сотрудники Арктического научно-исследовательского центра. Внимание школьников привлекли экспонаты, найденные во время раскопок в районе Ленских столбов в Хангаласском Улусе и на территории городской бани в Якутске. В этом году решили скрасить еще небольшим количеством наших артефактов и провести уже в рамках нашего стенда такую небольшую тоже экспозицию, которую назвали там «Эволюция этих орудий труда». В субботу основным местом проведения фестиваля станет КФЕН СВФУ. Здесь будет работать свыше 70 площадок, в том числе в области медицины, гистехнологий и биологии. Завершится праздник науки подведением итогов. Вероника Таюрская, Аэлита Махно, Якутск.
Две школы республики номер 23 в Якутске и Покровская СОЖ номер 3 официально вошли в сеть Всероссийского центра для одаренных детей «Сириус». Теперь у талантливых учеников появится больше возможностей для углубленного изучения наук и исследовательской работы. Школьники будут работать над собственными научными проектами под руководством преподавателей СФФУ и Малой академии наук. Основной упор сделают на точные естественные науки, математику, физику, IT, химию и биологию. Якутские школы прошли серьезный конкурс на отбор, чтобы попасть в проект, в котором участвуют сотни учебных заведений по всей России. Старт в профессию дают еще в школе. Не просто хороший, а грандиозный старт теперь получают ученики Саха-политехнического лицея. Здесь открылись профильные классы по наиболее востребованным профессиям в республике. Большую помощь лицею оказали колледжи, техникумы и компании Якутии, в том числе «Алроса». Подробности в следующем сюжете. Ленский мост только строится, а его макет уже здесь, в транспортном кластере Саха-политехнического лицея. Но что уж точно пользуется популярностью среди школьников, так это симулятор вождения. Здесь все реалистично, все по-взрослому. Есть руль, есть газ и тормоз, и есть коробка передач. Но самое главное, что это поможет сделать детям, самый важный выбор в их жизни – выбор профессии. И всего таких кластеров целых 8. Это, например, класс, посвященный ювелирному делу. Дети уже работают с металлом, как настоящие мастера. А вот кабинет медтехнологий. Ребята уверенно рассказывают, как оказать первую помощь и сделать инъекцию. Мы ее между безымянным пальцем и мизинцем. Потом мы открываем шприц. Отдельного внимания заслуживает кластер добывающей отрасли, где дети могут воочию увидеть горные породы и даже воспользоваться маркшейдерским оборудованием. Большую роль здесь сыграла «Алроса». Компания давно занимается взращиванием молодых кадров. Есть даже бесплатные «Алроса-классы», где школьники и в очном, и в онлайн-формате могут узнать больше об алмазной промышленности. Дети изучают там 4 предмета. Это математика, физика, информатика и английский язык технический. Вот их изучают и проводятся преференционные встречи для стационарных классов на площадках предприятий компании «Алроса» в Мирном. И проводятся заочные тоже встречи по темам геологоразведка, добыча и различные другие темы. Результаты налицо. 90% выпускников «Алроса-классов» поступают на инженерно-технические специальности. Такого же эффекта ожидают и в лицее. Ведь профильное образование здесь получают не только старшеклассники, как это часто бывает, а все учащиеся с 1 по 11 классы. Профориентационная работа – это очень важное направление, потому что для кадрового потенциала республики, для развития экономики республики необходимо современный подход в кадровой политике. И вот отрадно, что предприятия уже ведущие предприятия, начали обращать внимание к подготовке кадров уже со школьных лет. Пользу от ранней профориентации ощущают и сами дети. С 8 класса уже был определен, что я хочу стать нейрохирургом. И наличие такого замечательного образовательного проекта «Медкластер» для меня огромный шаг к развитию и в помощи поступления будет. Да. По всем направлениям лицей сотрудничает с колледжами, техникумами и университетами. Это и есть бесшовная система образования, где все уровни логически продолжают друг друга. А значит, высококвалифицированных специалистов в республике станет еще больше. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. В Южно-Якутском технологическом колледже города Нерюнгри проходит одно из главных событий этой осени – посвящение в студенты. На сцене колледжа сияют юные звезды-первокурсники. Они представляют свои навыки и таланты в конкурсной борьбе. Продолжит наш корреспондент из Нерюнгри Екатерина Павлова. На посвящении за кулисами студенческой сцены наша съемочная группа встречает вчерашних абитуриентов. Узнаем, почему они выбрали именно этот колледж. Душа так сказала. Планирую стать электромехаником, изучаю машину. Учеба началась хорошо, в целом несложно, как в школе. Я перешла после 9 класса, учеба началась хорошо, сразу влилась в коллектив, с учителями наладилась. Я считаю, что это колледж лучший в нашем городе, в который можно поступить и
получить достойную профессию. Я вот увидел то, что профессия интересна какая-то, ну и решил поинтересоваться, как она вообще выглядит, как там все устроено. Ну и все-таки взял, поступил сюда, собрался мыслями. С большинством учителей уже нашел общий язык, и у меня довольно все хорошо в учебе продвигается. Посвящение студентов – одно из любимых мероприятий Южно-Якутского колледжа. Оно традиционно проходит в форме конкурса. В этом году свои творческие номера подготовили 18 представленных групп. Демонстрирует творчество в направлении вокал, танец, сценки театральные, различные видеоролики. Все это связано как раз с теми специальностями, на которые наши студенты поступили и которые будут в дальнейшем получать образование в Южно-Якутском технологическом колледже. Посвящение в студенты – важный и волнительный момент в жизни первокурсника. Это не только возможность показать себя, но и сблизиться с одногруппниками. Нам особенно приятно, что в этом году первокурсников у нас 625 человек. И это, конечно же, новая, сильная, талантливая армия, которая влилась в наши ряды. Ну и сегодня, как мы уже услышали, наш город мастеров покажет их таланты. Победители получат не только признание, но и ценные призы от жюри конкурса, стратегических партнеров колледжа, промышленных предприятий района, представителей администрации и социальных партнеров. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии стартовала неделя, посвященная сохранению аудиовизуального наследия. С 24 по 31 октября жители и гостей республики приглашают на уникальные кинопоказы, лекции и экскурсии, где можно будет увидеть редкие кадры из истории региона и познакомиться с работами первых якутских кинематографистов. Одним из ключевых событий станет показ недавно обнаруженного в московских архивах фильма «Амга встречает однополчан», снятого в 1970 году к 25-летию Победы. Эти кадры, считавшиеся утерянными, впервые представят широкой публике. Музей музыки и фольклора народов Якутии представили выставку в дань уважения династии мастеров северного прикладного искусства. Так, на ней были представлены работы почетного ветерана и народного мастера республики Елены Большаковой и ее дочери Марии Егоровой из Верхнеколымского района. Выставка объединила более 50 экспонатов от традиционных национальных костюмов и авторских сумок до изысканных украшений и картин из рыбьей кости. Сама выставка продлится до 20 ноября. От других выставок, отличается чем? Отличается тем, что у нас работы, сумочки эти, все из рыбы, из кожи рыбы. Сумочки с кожи, лапок, утки, гуся, лебедя. Это семейное, потому что у меня и отец все умел, он и вышивал, и шил, и вот мама тоже. С малых лет я помню, как они вместе работали, вместе все это делали, придумывали. Отец рисовал эскизы, мама все это шила. У лыжников и биатлонистов продолжается учебно-тренировочный период. В катку на трассах Алданского лыжно-биатлонного комплекса Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва проводят спортсмены Якутии, Дальнего Востока, Сибири и Белоруссии, а также сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Как проходят тренировки, узнали наши корреспонденты. Наращивание базы выносливости, совершенствование техники, освоение новых элементов и обмен опытом с другими спортсменами. Вкатка представляет важный этап подготовки команд к зимнему сезону. В настоящее время в Алдане учебные тренировки проходят у лыжников Якутии, Дальнего Востока, Сибири и Белоруссии, а также у сборных России по биатлону и лыжным гонкам. В этом году на сборы спортсмены прибыли позже, чем обычно. Устойчивый снежный покров образовался к середине октября. Год от года снег выпадать начинает все позже и позже. Мы в этом году тоже и пресс скорректировали чуть попозже. Но видите, не угадали. Спасибо погоде. Зато приехали сразу на хороший снег, на хороших лыжах, хорошие условия. И всю тренировочную работу, которую запланировали, мы прямо с первого дня, без всяких отклонений, начали выполнять. Сейчас на трассах лыжно-биатлонного комплекса Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва идет тренировка. Занятия у биатлонистов включают преодоление дистанции и упражнения по стрельбе. В Алдан команда прибыла в начале недели. Условия, конечно, прекрасные. Снега хоть отбавляй. Тренируемся по полной программе, как запланировали. Все хорошо.
конечно, здесь большая разница во времени даже с теми спортсменами, которые живут на Урале, скажем. Все равно 4 часа, а те, кто в центральной полосе, 6. Вот, соответственно, конечно же, 3-4, иногда 5 дней приходят в чувство. Условия сборов спортсмены и тренеры называют оптимальными. Тренировки проходят в запланированном режиме. Сегодня погода радует совсем легким морозцем и отсутствием снега. А ветерок биатлонистам вовсе не помеха. Ветерок у нас присутствует на соревнованиях. Это наш главный фактор, который нам в условиях соревнований немножко, скажем так, мешает, а в тренировочном процессе нам, наоборот, помогает. То есть мы эту ветровую обстановку нарабатываем во время тренировок, чтобы очень в ветреную погоду хорошо смотреться на ветреном стрельбище на соревнованиях. После прохождения учебно-тренировочных сборов спортсмены отправятся защищать честь лыжного спорта на новых рубежах. А первые в наступившем сезоне соревнования в Алдане состоятся уже на следующей неделе. Татьяна Вахтина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алдан. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.